Сборная команда Сибири прилетела на турнир в ранге, если не фаворита, то как минимум претендента на медали. Но в первом же матче против Дальнего Востока сибиряки потерпели фиаско, пропустив аж 5 мячей в свои ворота. После неудачно проведенного первого матча, это был кошмарный сон, мы даже сейчас еще не отошли от этого поражения. То есть была установка достойно сыграть с хозяевами, то есть положительный результат. Ребята выполнили установку, не пропустили, но забить не удалось. Поэтому я считаю, что хороший результат для нас. Что правда, то правда. К своему второму матчу на турнире против сборной Якутии команда Сибири реабилитировалась. Голов не забили, но и в свои не пропустили, показав организованную игру в середине поля и сыграв предельно строго в защите, где первую скрипку играют лидеры Сибири Дмитрий Шишканов и Владимир Лебедев. Тренер очень, главное, настраивает нас, чтобы подготовить нас к предстоящим матчам. Самое главное для нас — это не пропустить гол в свои ворота, ну а там дальше будут спрашивать с нападающих про забитые мячи. Ну и нам, у нас тоже есть высокорослые защитники, мы можем забить гол в чужие ворота с углового, с подачи штрафных и так далее. С точки зрения турнирного положения для Сибири, матч против Сирии – отличная возможность вернуться в чемпионскую гонку. Но с этим имели право не согласиться соперники из сборной Сирии. Матч в итоге получился богатым на события, в том числе на голевые. Счет в первом тайме открыл полузащитник Сибири Владимир Лебедев. Вскоре почин товарища по команде поддержал Павел Кудряшов. В конце второй 45-минутки классный гол удался Константину Леликову. Сибирь, разгромив сирийцев, со счетом 3-0 набирает 4 очка и сравнивается по этому показателю со сборной Якутии.